Доброе утро, Республика! Начинаем новый день, и с вести маме Вероника Тамтосова. Итак, у нас сегодня, как всегда, все самое бодрое, интересное и зажигательное на Якутия-24. А что же сегодня мы увидим? Ну, конечно, мы вам дадим несколько полезных советов о том, как преобразиться к весне, подобрать самые красивые украшения. Сделаем с вами зарядку, это для прекрасной половины. Поговорим о здоровье, а точнее дадим инструкцию, как оказывать первую помощь. Еще у нас в гостях будет врач, так что не пропустите. Но от этой темы мы плавно перекочуем в Индию, посмотрим там, как проходит фестиваль. В общем, темы на любой вкус. Главное, не переключайтесь. Ну а прямо сейчас, конечно, спешу проинформировать о том, как подготовиться к утру, а именно, что выбрать, чтобы одеть на улицу. Итак, в центральных районах сегодня температура минус 11, минус 23, в Заречной группе 17-28 ниже 0, в южных 5 градусов холода, в Вилюйской группе минус 4, минус 11, в Нижнеленских 15-21 ниже 0, в западных 2-5 градусов холода, в Колыма-Индигирской группе Усов 16-27 ниже 0, в Ямских минус 12, минус 21, на северо-западе 12-24 градуса холода, ну а в Якутске 6 часов утра температура составила минус 16 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер южный 2 метра в секунду. Днем без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ну а температура уже радует от 0 до минус 2. Но как же хочется, чтобы уже кадры сменились, и тоже у нас было ярко, зажигательно, везде были зеленые деревья. Весна идет, весне дорогу. Вот в Араратской долине Армении, в селе Армаш, у подножия гор Малый и Большой Арарат, зацвели абрикосовые деревья. На кадрах с дрона, снятых в понедельник, автомобили едут по дороге, разделяющей весенний пейзаж цветущего сада в Аратской долине и виды заснеженных вершин. Абрикосовые деревья распускаются первыми среди фруктовых. Их цветные приходят на конец марта, начало апреля и длится около 10 дней. Так что нужно успеть полюбоваться. Сбор урожая, как правило, начинается во второй половине мая. Прекрасные кадры. Хочется прогуляться, посмотреть. Но смотрите, какой контраст. Да, здесь цветут деревья, а там еще заснеженная вершина. Вот бы у нас так. Ну, все впереди. Ну, я прям по впечатлениям. Так красиво, так чудесно. Ну, успевайте. Мы сказали, что цветут они недолго. Ну, от этих прекрасных новостей переходим к нашим. Передаем слово нашим коллегам. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Правительство страны настаивает на включении в законопроект об ужесточении ответственности за утечку персональных данных ко второму чтению положения о смягчающих обстоятельствах в виде компенсации пострадавшим и предшествующих нарушению инвестиций компаний в защиту персональных данных. В качестве смягчающего административную ответственность обстоятельства следует предусмотреть предоставление операторам денежной компенсации пострадавшим от утечки персональных данных. Кроме того, как смягчающие обстоятельства должны учитываться ежегодные существенные инвестиции оператора в мероприятия по обеспечению информбезопасности. Российские банки пока не готовы отказаться от использования пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых. Например, в пресс-службе ВТБ рассказали, что в 2023 году банк выпустил более 15 миллионов карт. Из них более 3 миллионов – это цифровые. В Почта-банке, который на протяжении последних 2 лет выпускает по 2 миллиона карт ежегодно, считают, что в ближайшее время массового перехода на электронные аналоги не произойдет. Как отмечают в банке, россиянам привычнее и комфортнее держать пластик, его использование в быту гораздо надежнее. В смарт-библиотеке имени Неустроева в Якутске 4 апреля пройдет акция «Якутское долголетие» в рамках декады, посвященной Всемирному дню здоровья.
Жители столицы узнают основные показатели здоровья, также им расскажут об естественных методах оздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. По программе акции состоится лекторий «Храм здоровья» о естественных методах оздоровления. Также участники смогут пройти медицинское обследование в Центре здоровья, которое включает в себя экспресс-анализ крови на сахар, холестерин, ЭКГ, спирометрию, антропометрию, получить консультацию терапевта по итогам обследования. Красивым быть не запретишь. В Якутске прошла благотворительная акция «Красота без границ» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие, посвященное Году детства в республике, познакомило детей с профессией барбера. Школьникам специальной коррекционной общеобразовательной школы номер 34 провели знакомство с салоном, предложили бесплатную модельную стрижку. Вместе с этим ученикам провели и профессиональную ориентацию в виде мастер-классов от старших барберов. Наши дети сегодня узнали о такой профессии, да, как барбершоп, мужской парикмахер. Мы, значит, тем самым расширили их профориентационные знания. Также у них есть возможность сегодня стать красивыми, подстриженными мальчиками. 16 метров высоты, 3 трассы разного уровня сложности, безграничные возможности для развития не только физических навыков, но и силы духа. В Якутске завершили строительство скалодрома, его задействуют в предстоящих играх «Дети Азии». Сам объект состоит из нескольких секторов. Первое – это эталонная трасса для скоростного лазания на 6 метров. Далее трасса для так называемого трудного лазания шириной в 25 метров. И третья – самая сложная трасса для боулдеринга. Этот вид скалолазания предельно сложный, он имитирует склоны из больших природных валунов. Напомню, скалолазание как вид спорта впервые включено в программу спортивных состязаний игр «Дети Азии». Уже через несколько дней сборная республики приступит к тренировкам на новом скалодроме. Ну, как известно, у нас пройдут летом «Дети Азии», игры «Дети Азии». Объект построен именно к детям Азии и по 3 видам скалолазания. Это болдеринг, это низкое, да, и скорость, и сложность, да, получается. И после игр планируется передать Федерации скалолазания республики, и уже для общего пользования населения уже будет доступно. Отличная новость для всех, кто любит скалолазание. Ну а в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса в спортивном комплексе «Парус» проводился 20-й юбилейный чемпионат и первенство по фитнес-аэробике Республики Саха-Якутия. На республиканских соревнованиях участвовали свыше 170 спортсменов из районов республики и города Якутска. В соревнованиях было интересно, увлекательно. Так, фитнес-инструктор Вера Скрябина и глава Харанского наследия Дарья Назарова, энтузиасты Александра и Василий Винокуровы более 20 лет развивали этот красивый и грациозный вид спорта. Сегодня уже молодое поколение тренеров упорно занимаются и развивают детей и взрослое население по направлению фитнес-аэробика. Команды участвуют в различных чемпионатах. На 20-х юбилейных соревнованиях по положению все команды разделили на группу А, команда, которая занимается свыше 1 года, и группу Б, начинающие до года. По итогам чемпионата и первенства победителям и призерам вручили памятные юбилейные медали, грамоты и кубки. Чемпионат и первенство делится на категории: мини-кадеты 7-10 лет спортсменов, кадеты 10-13 лет, юниоры 13-16 лет и категория взрослых 17+. 20-й чемпионат проводится у нас в Мегино-Кангаласском улусе первый раз, но до этого были очень много турниров. Спасибо большое организаторам этих соревнований. Далее мы хотим увидеть спортсменов на такие соревнования, как чеченская спартакиада, спортивные игры народов Саха в городе Нюрба. Замечательный вид спорта, очень красивый, очень грациозный. Здорово, что многие им занимаются, и он развивается в нашей республике. Ну, а для того, чтобы начинать заниматься спортом, нужно начинать с чего-то малого, например, с зарядки. Как часто мы даем себе обещание, что вот с понедельника я обязательно каждый день буду делать утреннюю гимнастику. Но, как правило, после звона будильника на этом обещание и заканчивается. Чтобы вам было легче, мы провели расчет. Итак,
Для того, чтобы сделать упражнение начинающему любителю утренней зарядки, нужно 10-15 минут. До завтрака должно пройти еще 20 минут, чтобы все было в пользу, так сказать. Ну, а между зарядкой и завтраком и походом на работу нужно принять контрастный душ. Это еще где-то 10 минут. Но вот из такого расчета получается примерно вам нужно всего 45 минут. То есть ставим будильник на 45 минут пораньше и все успеваем. Ну а прямо сейчас бежим делать зарядку. Всем доброе утро, и давайте мы начнем этот день правильно, а именно с тренировки. Все поднимаемся. Мы сейчас будем вместе с вами делать кардио-тренировку, и первое наше упражнение – это бег с высоким подниманием бедра. Обычный бег, но стараемся коленки поднимать до уровня таза. 3, 2 и давайте вместе. Начали. Обязательно мы во время тренировки дышим правильно. Вдох делаем через нос, выдох через рот. И также ручками помогаем, начинаем постепенно, выполняем наше упражнение. Вдох делаем через нос, выдох через рот. Есть, хорошо. 10 секунд мы с вами останавливаемся, делаем хороший вдох через нос, выдох через рот. И второе упражнение – это у нас джампинг. Прыгаем на носочках, коленки у нас согнутые и ручки на выдохе поднимаем над головой. Продолжаем. Выдох, выдох, выдох. Хорошо, отлично. Еще немножко. 3, 2. Есть. Хорошо. Сделали хороший вдох. Немножко замедлились, восстановили дыхание. Еще один раз. Выдох. Есть. И захлест. Пятки тянем к ягодицам. И ручками также работаем. Обязательно дышим. Вдох делаем через нос, выдох через рот. И еще 5 секунд. Давайте держим темп, не замедляемся. 3, 2, есть. Шаг на месте, замедлились. И последнее наше упражнение – это выпрыгивание. Ноги поставили шире плеч, носочки на 45 градусов. Присели и прыжок. Присели и прыжок. Когда мы с вами делаем приседания, таз отводим назад и отталкиваемся. Выдох, выдох, выдох. И давайте еще по счету пойдем 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Закончили, сделали хороший вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. Выдох. Восстановили дыхание. Молодцы. Всем отличного дня. Ну что, взбодрились? Надеюсь, вы чувствуете себя очень хорошо. Ну, продолжаем тему здоровья. Всемирный день здоровья с 1 апреля в Якутии проводится декада, посвященная этому замечательному дню. Сегодня в нашей студии Алена Михайловна Никитина, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Доброе утро. Доброе утро. Ну, прям видно, что вы точно ведете здоровый образ жизни. Итак, расскажите, пожалуйста, что это за декада и в рамках нее что могут наши телезрители пройти, может быть, какие-то обследования, поправить свое здоровье? Да, еще в 1948 году Всемирной организацией здравоохранения был объявлен 7 апреля, установлен Всемирный день здоровья. Это тот день, когда мы призываем, мы медицинские работники, ну и не только, конечно, призываем обратить внимание на свое здоровье. И он действительно ежегодно проводится абсолютно во всем мире, во всех странах, и в том числе в нашей республике. Нам повезло, но, получается, к нему будет целая декада, она будет как длиться? Месяц, да, получается? Нет, декада – это 10 дней. То есть, Да, 10 это 10 дней, да, во всех медицинских организациях нашей республики будут проводиться дни открытых дверей для населения, различные круглые столы, различные мероприятия для детей, для взрослых, в трудовых коллективах, лектории, квизы, квесты. И буквально вчера, 2 апреля, мы так скажем, открыли декаду Всемирного дня здоровья в Хангаласском районе, провели республиканский форум «Здоровье детей в наших руках». Конечно, это в рамках в том числе объявленного в республике года детства.
Ну и также это посвящено году семьи в Российской Федерации. Там, в общем, как бы прошло очень хорошо, на нескольких площадках параллельно. Значит, так скажем, был проведен круглый стол, где мы обсуждали межведомственное взаимодействие по сохранению здоровья детей. Это были и различные интерактивные мероприятия в школах, в Актенцах, в Покровске, в колледже Покровска. Также это был, значит, проведен лекторий для родителей и семинар для медицинских работников. Ну, такое масштабное Да, мероприятие масштабное получилось. мероприятие, да, и хочу сказать, что, в общем, в принципе, все жители Хангаласского района активно принимали в этом участие. Было очень приятно, такая заинтересованность. Хорошо, а где можно почерпнуть информацию, какие события будут в рамках декады и куда можно сходить, поучаствовать? Ну, мы всегда публикуем в наших социальных сетях. Также у нас есть такой портал «Здоровая Якутия», где тоже можно, так сказать, прочитать всю информацию о тех мероприятиях, которые будут проходить в медицинских организациях и не только. Также хотела сказать, что в эти дни в Москве на выставке ВНДНХ в нашем, значит, 75-м павильоне, где стоит экспозиция Республики Саха-Якутия, наши коллеги из медицинских организаций также представляют республику в неделе, посвященной Всемирному дню здоровья, рассказывают про достижения, значит, в области здравоохранения нашей республики, интересные мероприятия. Ну, то есть в общем, даже да, далеко от там дома. такие активности, тоже все очень на самом деле интересно. Ну и, конечно, также параллельно будут проходить мероприятия и в городе Якутске. Это и, значит, различные квизы, квесты, значит, конкурсы, все посвящено здоровому образу жизни. И для детей, и для студентов, в общем, для Я всех думаю, что многие категорий. заинтересовались, все Да, возрастные. Но вот вообще ответственное отношение к здоровью, я думаю, что люди, которые его приветствуют, они обязательно уже в курсе событий и активно участвуют. А для тех, кто не сталкивался с таким термином или только задумался об этом, что в эту терминологию нужно вложить? То есть как начать вообще ответственно относиться к себе и к своему здоровью? Да, конечно, этот термин, так скажем, вошел в нашу жизнь, ну, последние годы. Мы об этом очень много говорим. И значит, в указе главы Республики Саха-Якутия о, значит, укреплении общественного здоровья и системы здравоохранения как раз очень, ну, прямо первая строчка – это ответственное отношение, ответственное бережное отношение к своему здоровью как к норме жизни. То есть мы предлагаем каждому человеку ответственно относиться к своему здоровью. Во-первых, соблюдать, контролировать свои, так скажем, нормы своего здоровья. Да? Это чтобы было хорошее давление, да, нормальный сахар, холестерин. Для этого надо пройти обязательно, естественно, профилактический осмотр или диспансеризацию, который у нас масштабно проводится и в республике, и в Российской Федерации. Конечно, стараться вести здоровый образ жизни, правильное питание, отказаться, значит, от вредных привычек, конечно, следить за, так скажем, своим состоянием своей, ну, психики, значит, психологического состояния. Естественно, это здоровый сон, вообще режим дня, так скажем, да, и, конечно, это физическая активность. Ну, это здорово, но ваши пожелания, вот как начать, может быть, с этой декады свое ответственное отношение? Может, где-то можно будет пройти обследование в каком-то иной организации, может быть, какой-то центр вот, помощи, консультации будет оказаны населению? Все профилактические мероприятия проводятся по месту жительства. В всех поликлиниках есть Достаточно у нас, прийти. да, конечно, есть кабинеты или отделения медицинской профилактики, где достаточно в комфортных условиях по записи можно спокойно пройти профилактический осмотр либо диспансеризацию. И, конечно, каждый должен начать с себя. Надо сделать первый шаг. На самом деле шаги очень простые.
Надо постараться отказаться от вредных привычек, соблюдать режим дня, стараться правильно питаться и, конечно, физическая активность. Всем желаю здоровья, наше здоровье в наших руках. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за такие добрые пожелания. Но я уверена, что декада станет для кого-то стартом к здоровому образу жизни. Да, конечно. Дорогие друзья, ну а весной традиционно у нас много проблем, в том числе и возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, да, к сожалению, не проходит без того, что люди страдают, и, как правило, не хватает малости, это оказание первой помощи. Поэтому, так как в многих странах Европы оказание первой помощи является обязательным предметом в общеобразовательных школах, мы решили не отставать и тоже вас проинформировать, как это правильно делать. Доброе утро! При оказании первой медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия важно действовать быстро и грамотно, соблюдая следующие российские клинические рекомендации. Прежде всего, обеспечьте безопасность себе, пострадавшим и другим участникам движения. Включите аварийную сигнализацию, используйте предупредительный треугольник, чтобы предотвратить дополнительные аварии. Быстро оцените состояние пострадавших, проверьте наличие сознания, дыхания, пульса и возможных кровотечений. Немедленно вызовите скорую помощь, сообщите точное местоположение и кратко опишите ситуацию и состояние пострадавших. При отсутствии дыхания и пульса начните доврачебную сердечно-легочную реанимацию. При кровотечении наложите давящую повязку или используйте прямое давление на рану для остановки крови. При переломах иммобилизируйте поврежденную конечность, используя подручные средства, чтобы избежать дополнительного повреждения. При ожогах обработайте пораженный участок прохладной водой и накройте стерильной повязкой. Следите за дыханием и сознанием пострадавших до прибытия скорой помощи. Постарайтесь уложить пострадавших в безопасное положение, избегая перемещения людей с подозрением на травмы позвоночника. Поддерживайте пострадавшими постоянный словесный и визуальный контакт. Когда прибудет скорая помощь, предоставьте всю собранную информацию о состоянии пострадавших и оказанной помощи. Часто пострадавшие гибнут на дорогах вовсе не от тяжести полученных ими травм, а от неумения окружающих грамотно и своевременно оказать им помощь. Поэтому стоит помнить, что от ваших знаний и навыков доврачебной помощи может зависеть жизнь человека. Научиться доврачебной помощи пострадавшим можно в учебных центрах, станции скорой медицинской помощи и поликлинике номер 1 города Якутска. Будьте здоровы! Ну что, с днем рождения, друг мой! Нет, я не разговариваю по телефону, а конкретно, да, поздравляю свой с днем рождения, ведь сегодня 3 апреля день рождения мобильного телефона. В этот день, в 1973 году, инженер компании Motorola Мартин Купер позвонил по мобильному телефону, который весил почти килограмм. Его толщина была 12 сантиметров, батареи хватало на 30 минут работы, а заряжался он целых 10 часов. Да, с таким мобильным телефоном, конечно, свой стоит точно поздравить и порадоваться, что он тоненький, легкий и помещается у меня в кармане. Ну а прямо сейчас о том, какие сегодня еще важные даты и события. На календаре 3 апреля. Сегодня Всемирный день вечеринки. По народному календарю Кирилл Катаник. На Кирилла санки чистили и убирали подальше. До следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви, не реви, Катаник санки унес». Это день в истории. 1860 год. В США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба «Пони Экспресс». 1874. Илья Репин сообщил Павлу Третьякову, что приступил к работе над портретом Ивана Тургенева. 1879 год. София провозглашена столицей Болгарии. 1933. Проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку. В этот день родились Леонид Пастернак, русский живописец и график. Станислав Волосевич, польская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.
Юрий Нагибин, советский писатель и сценарист. Марлон Брандо, американский киноактер, дважды лауреат премии «Оскар». Роза Шанина, советский снайпер, участница Великой Отечественной войны. Именины сегодня отмечают Владимир, Кирилл, Яков. Вздыхается. Как хочется, чтобы на улицу вышел, и уже все такое радостное, светлое, весеннее, но пока у нас только солнышко. Но не стоит расслабляться. Если вы любитель сада и огорода, то готовиться уже надо начинать, потому что можете не успеть. Прямо сейчас, как всегда, дадим несколько полезных советов, как подготовиться к дачному сезону. Доброе утро, уважаемые зрители. Сегодня мы разберем такую тему, как пикировка. Эта мера необходима для того, чтобы, банально для удобства, чтобы пересадить, и для того, чтобы растению достаточно было питания, как корневого, так и чтобы крона достаточно нормально росла. Тут у нас помидоры, вишня красная, тут у нас петуния, превосходнейшая альба. У кого на каких этапах, конечно, но пикировка для таких видов растений, она там примерно март-апрель. Поддеваем аккуратненько, чтобы не повредить. Помидоры, конечно, не такие хрупкие, как, например, какая-нибудь сальвия, но все же. И вот вы видите, корни достаточно мощные для такого небольшого растения. Пикировку можно начинать, когда уже появляются вторые настоящие листья. Вот, это первые, это не настоящие. Это вторая пара листьев, это уже настоящие. Когда они появляются нормальные, тогда уже можно пикировать. Это у всех растений так. Можно чуть-чуть плюс-минус, но все же это стандарт. И начинаем пикировку в индивидуальные стаканчики. У нас они из лутросила сделанные, специальные. Он дышит, поэтому для корней лучше. Дырочки делаем таким образом палочкой для суши. И аккуратненько сажаем по уровню почвы. Конечно, не выше, чтобы корни были, не сильно заглублять, хотя томат можно заглублять. Но некоторые растения лучше не заглублять. И хорошенько придавливаем. Поливаем после этого водой с фитоспорином. Это опять же желательно на каждом этапе использовать фитоспорин. А то мало ли, где-нибудь все-таки на первом этапе не обеззаразили почву. И может пойти, например, черная ножка. После пикировки, например, неделя, полторы, растение будет думать. То есть на одном месте застопориться и будет думать, наращивать корневую массу успева, чтобы пойти в рост. Конечно, у всех растений по-разному. Обычно для летников это неделя-полтора. Для устом, конечно, месяц-два может стоять на одном месте. Что необходимо для того, чтобы, например, рассада очень быстро росла? Как это не банально, свет. То есть и солнечный свет, он самый лучший. Какая бы у вас ни была замена фитолампами, солнечный свет – это бесплатная энергия и самое лучшее. Проблема в том, что у некоторых недостаточно света в квартирах. Там какая-нибудь неудачная сторона, где постоянно темно, тогда уже необходима досветка. А когда у вас достаточно солнечные окна, тогда просто желательно досветка. И, кстати, многие, некоторые, например, думают, что досветка желательно 24 часа на 7. Нет, 12 часов досветка, потом выключаете. То есть в 9 утра включаете, в 9 вечера выключаете. Это связано с ночной и дневной фазами фотосинтеза. То есть ночью тоже важна темнота. Питание какое? Подкармливать, например, каким-нибудь биогумусом или какими-то другими подкормками начинайте уже с второй и третьей пары настоящих листьев. Когда они уже нормально разовьются. Тогда уже можно подкармливать для всю рассаду. На этом все. Спасибо. До свидания. У каждого своя весна. У кого-то она начинается с рассады, у кого-то с смены имиджа, а у кого-то просто с любимой мелодией. Я, например, без музыки весну вообще себе не представляю. И в этом очень здорово помогают наши уличные музыканты. В наших условиях это удивительные люди. Давайте посмотрим о них подробнее. Спят твои соседи, белые медведи, спи скорей, и ты, малыш. С наступлением весны, прогуливаясь по улицам города, нередко можно встретить поющих, играющих на гитарах и других музыкальных инструментах молодых ребят. Их называют уличными музыкантами, а также творцами настроения.
Кто же они такие, о чем поют и самое главное, для чего они выходят петь на улице? Меня зовут Максим, я играю на басу, на гитаре и немного на барабанах. Первое выступление, я помню, играл в кафешке. Я играл на гитаре, мне было очень волнительно. У меня пальцы дрожали, все, думал, на меня все люди смотрят. Мне просто самому нравится играть на улицах. Я играю для души больше. Мне нравится тут стоять, петь, приносить людям радость. Многие люди приходят, они сразу становятся такие счастливые, когда я пою. Мне это нравится. Это и мое хобби, по большей части. Мне нравится играть. Я каждый день играю на ней, учу что-то новое. В ТРК я прихожу часто, чтобы просто получить какое-то эмоциональное состояние хорошее. Культура уличной музыки существует во всем мире. И если в других городах уличные исполнители есть уже давно, то в Якутске они начали появляться сравнительно недавно. В основном это молодые ребята от 16 до 35 лет, которые любят музыку и хотят создавать настроение прохожим. Как же реагируют якутяне на них? Кто-то может кинуть мне мелочь, но иногда бывает смеются или как-то косо смотрят. По-разному. В основном положительно, да. Уличные музыканты — это отдельный пласт культуры, который делится на тех, кто играет ради денег, и тех, кто играет для души. В последнее время уличных музыкантов становится все больше. Преимущественно это ребята молодые, как правило, школьники. Ребята только начинают, пробуют себя. В таких крупных городах, как Санкт-Петербург, также в других странах, это уже практически в каком-то смысле превратилось в бизнес. Для кого-то это является уже полноценным заработком. У нас, так скажем, это только зародилось. Скорее, они это делают для творческого самовыражения, нежели для заработка. И я думаю, что со временем, с развитием вырастет как профессиональный уровень, так и, скажем так, это обретет какие-то коммерческие черты уже. Они таким образом, видимо, находят возможность для самовыражения, и это довольно-таки хорошая тенденция для нашего города. Я думаю, что со временем это будет набирать обороты. Задача музыкантов — дать слушателям возможность отвлечься от повседневных проблем и суеты. Ради этого они и выходят на площади и скверы города. Илана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. Ну а теперь к серьезным новостям. Итак, волчатник, рекордсмен Юрий Рубцов, сюжет о котором мы показывали не так давно в нашем эфире, добыл 50-го по счету волка. С кадрами охоты он поделился с нашей редакцией. Напомню, что удачливый волчатник, живущий в Тамоте, всего 3 года занимается этим промыслом, но благодаря своей смекалке и сноровке за такой короткий срок сумел обезвредить уже 500 серых хищников. Последние из них охотник выследил почти рядом с городом, и он реально мог стать угрозой для людей. Ну, в последние годы в Якутии численность волков создает серьезную проблему для ценных видов охотничьих ресурсов и сельскохозяйственных видов животных. И вот в эти дни, в канун Дня охотника, вопросы регулирования численности волков, правовые аспекты этого вопроса в Якутске обсудят специалисты, представители Министерства экологии и охотники и волчатники республики и гость утреннего эфира Иннокентий Семенов, заместитель директора дирекции биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и природных парков. Иннокентий Иванович, доброе утро. Доброе утро. Достаточно такая серьезная для утра тема. Насколько вообще это реально? Для городского жителя волки — это что-то такое далекое в зоопарке, в клетке, и совсем несерьезное. Насколько это реально представляет угрозу для жителей районов, которые живут с ними по соседству? Угу. Ну, начнем с численности волков. Да? Численность волков на сегодняшний день у нас методом мониторинга определяется 3 способами. Это зимний маршрутный учет, который дает немножко завышенные данные, анкетно-опросный учет и еженедельная сводка от наших госинспекторов в районах, которые передают нам количество волков, замеченных вблизи поселений. Ну, это какая-то реальная более цифра. Да. Ну, участились случаи, можно так сказать, синантропных волков. Это то есть те волки, которые уже заходят на территорию поселений,
в города, в поселки, села, вахтовые поселки действительно представляют явную угрозу для здоровья и жизни населения. Ну, посещают свалки, несанкционированные свалки, где там пищевые отходы и прочее, прочее, да. Поэтому это реальная опасность для жизни, здоровья. И, во-первых, волк является переносчиком особо опасных заболеваний, таких как бешенство, например. И вот это тоже не надо считать, что это довольно явная и серьезная угроза. А в чем причина роста численности таких волков? Ну, То есть можно... люди сами, может быть, виноваты, что отходы не укрывают? Или, может быть, как-то с температурным режимом связано, что стало холоднее? Скорее всего, наверное, эта причина кроется в том, что в 90-е годы был утерян паритет над численностью волков. Значит, если в советское время волков уничтожали при помощи авиации, авиаотстрел был очень популярный и очень серьезно он влиял на популяцию. Потом использование всевозможных ядов, сильнодействующих препаратов, которые, в общем-то, мгновенно убивали волков, и, в общем-то, численность была под контролем. Но в постсоветский период, значит, во-первых, это все, использование ядов было запрещено международной конвенцией, значит, и авиаотстрел это на сегодняшний день это довольно дорогое занятие. Час вертолета, например, Ми-8 на сегодняшний день стоит в пределах 400 тысяч рублей, ну и, соответственно, это очень дорогое занятие. И в связи с утерей, значит, контроля над численностью в 90-е годы пошел резкий рост численности волков, и на сегодняшний день по, значит, научным определениям, по нашим, значит, наблюдениям есть тенденция к росту. И мы, к сожалению, значит, вот, на сегодняшний день пытаемся проводить регулирование. Есть кое-какие моменты, которые, в общем-то, мешают этому. Например, сроки на регулирование волков на сегодняшний день определены федеральным законодательством в течение 3 дней. Это совершенно мало. Но в этом отношении ведется работа министерством. В ближайшие дни, может быть, появится как раз и решение этого вопроса, на что мы надеемся. Ну, то есть статистику очень сложно вывести за такой короткий срок, чтобы представить какие-то реалистичные цифры. Ну, а вот появление охотников-волчатников, теперь понятно, чем обусловлено, а где-то этих специалистов обучают или это самобытные такие специалисты? Ну, что такое охотник-волчатник, да? Это, во-первых, человек особого склада, можно так сказать. Это человек, который, в общем-то, охотником-волчатником не каждый становится. Это, во-первых, опыт, и, во-первых, умение общаться, именно общаться с волками. Может быть, даже на каком-то таком вот... Сакральный такой уровень, сейчас мы говорим чуть ли... От волка, значит, в связи с тем, что страдает население, это домашний скот травится, да, там, значит, охотничьи ресурсы и всевозможные байки о том, что волк, значит, это он мстит людям и так далее, и так далее. Поэтому этим занимаются очень серьезные люди. Мы же пытаемся методом организации семинаров обучающих собрать наиболее опытных охотников. Вот, кстати, у нас 4 апреля начинается семинар в здании Минсельхоза. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить желающих, кто хочет заниматься охотой на волков, принять участие, поучиться там. Ежегодно вот этот опытные волчатники передают свой опыт, потому что охота на волков на сегодняшний день ведется в основном с использованием самоловов, капканов, петель и других приспособлений. Но это требует особого умения, особого опыта. И вот наши волчатники, опытные волчатники, приезжают и делятся своим опытом. А вот сразу критерии какие-то есть, требования? То есть семинар кто может посетить, какая возрастная категория? Или можно привести, там, не знаю, будущих охотников, там, лицензии получить? Можно будет ли как-то в упрощенном порядке? Мы приветствуем всех, кто желает заниматься охотой на волков. Это дело нужное. Во-первых, этим самым мы сохраняем наши охотничьи ресурсы, которые в основном страдают от волков, и, соответственно, домашний скот. Возрастная категория тут не ограничена. Любой желающий молодой человек, который не имеет охотничьего билета, в дальнейшем он его приобретает. Охотничий билет на сегодняшний день выдается по заявлению. Значит, это совершенно бесплатное действие.
и охотничий билет дает право ему проводить охоту. Ну и любой желающий примет участие, получит опыт и пускай занимается этим. Разрешение на регулирование численности волков выдается по особому положению. Там, ну, в общем, никаких трудностей и сложностей нету. И также есть у нас спортивная охота на волка. Как ни странно, на волка устанавливается, как на охотничий вид, тоже устанавливаются сроки охоты. Сроки охоты у нас заканчиваются 31 марта, но хочу сказать, что там используется только ружейный способ охоты. То есть давайте еще раз для наших телезрителей повторим, когда будет семинар, где он будет проходить и во сколько нужно подойти. Семинар, обучающий семинар волчатников у нас начинается 4 апреля в здании, в актовом зале Министерства сельского хозяйства по улице Курашова. Начало занятий с 10 часов. Значит, первый день у нас это теоретическая часть, на которой именно вот будет проводиться теория, биология волка. И второй день, 5 апреля, вот, благодаря помощи питомника охотничьих лаек Байнай, вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Юрия Петровича Борисова. Он нам уже ежегодно предоставляет свою территорию, где проходят полевые занятия. Это лесная чаща. Значит, прямо на Яву охотники выставляют свои капканы, показывают свои приспособления, потому что вот у каждого охотника есть свой способ. И вот этот вот опыт, он как раз и помогает. Кстати, вот говоря, например, по прошлым семинарам у нас появились очень много молодых охотников, которые имеют хорошие результаты. И вот, например, охотник Самгинского района, Кузьмин Егор Николаевич, значит, в прошлом году участвовал на семинарах и в прошлом году, значит, добыл 5 волков у себя на территории своего наследия. Да, и поэтому на сегодняшний день количество волков в том регионе уже сократилось, и, в общем-то, это способствует развитию и охотничьих ресурсов, воспроизводству, восстановлению, ну и, соответственно, домашний скот, лошади, они, в общем, сейчас, можно сказать, мирно пасутся. Ну, я так думаю, что еще способствует приобщению к охоте молодого поколения, что тоже немаловажно. Да, ну, именно молодое поколение, на которое, значит, у нас сейчас идет упор, у нас очень, ну, возрастная группа наших волчатников, она помолодела, можно сказать. Ну, понятное дело, что ветераны отходят от промысла, но они делятся своими, значит, своим опытом, учат своих, ну, подсказывают и ездят, ну, чисто как, может быть, именно как учителя. Ну и, соответственно, охота на сегодняшний день, вот что актуально, да, это, ну, и это, об этом постоянно рассказывают и средства массовой информации, способствуют нашим воинам на специальной военной операции. Значит, очень много данных, что именно имея охотничьи навыки, значит, ребята там, в общем-то, ведут. Ну, спасибо вам большое за проделанную работу. Я думаю, что это и безопасность наших жителей районов, которые соседствуют с волками, ну и в то же время приобщение к такому направлению молодого поколения, его такое профобучение, можно сказать, в условиях родного края. Спасибо, что пришли. Спасибо. Желаем успешного проведения семинара. Спасибо. Дорогие друзья, ну а прямо сейчас делимся другими новостями. Мы продолжаем освещать самые заметные события этого утра. 29 марта глава Якутии Айсен Николаев подписал стратегический указ об ускоренном развитии транспортной и энергетической инфраструктуры республики. Согласно документу, в ближайшие годы в регионе появится несколько важнейших объектов, в том числе мощные электростанции в Ленском, Нерюнгринском районе и в Якутске, а также атомная станция малой мощности в Усть-Куге. В столице республики будет построена вторая очередь Якутской ГРЭС-2, с помощью которой будут заменены выбывающие мощности Якутской ГРЭС. Вот в эксплуатацию всех этих объектов позволит обеспечить энергетическую безопасность и покрыть энергодефицит, возникающий в связи с увеличением потребления энергетики в Якутии. Указ также направлен на, значит, реализацию таких крупных мероприятий, как строительство атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга-Усьянского района. По данному объекту на текущий момент высокая стадия готовности проектно-сметной документации для того, чтобы мы, значит, вошли уже в государственную экспертизу и начали реализацию данного проекта.
Земли лесного фонда переведены в земли промышленности. Геолого-изыскательские работы на текущий момент, можно сказать, уже завершены. И мы на высокой стадии готовности к началу реализации данного проекта. Законопроект, который дает право лесхозам заготавливать спелые и перестойные деревья, вернули авторам на доработку и планируют привнести в Госдуму в ближайшее время. Согласно законопроекту, автономные учреждения, подведомственные региональным властям, смогут рубить спелые и перестойные деревья на основании договоров купли-продажи, а затем продавать такую древесину. Речь идет об участках, которые должны были предоставить предпринимателям на аукционе, но победитель уклонился или отказался от заключения договора, либо аукцион не состоялся. С 15 марта по 30 апреля проходит онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий республики в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. По итогам голосования будет выбрано благоустройство общественного пространства в Якутске в 2025 году. В перечень площадок в целом вошли 67 общественных пространств в 31 населенном пункте Якутии, в том числе и в Якутске. Одной из таких территорий является парк Этексир, расположенный в Гагаринском округе. В проекте предусмотрено создание нескольких зон для отдыха, спорта и развлечений. Центром парка станет культурно-обрядовый комплекс «Встреча солнца». Ну а сам парк будет располагаться у въезда в город и будет доступен любому приезжему гостю, который захочет ознакомиться с историей и традициями земли Олонхо. Уникальность этого проекта состоит в том, что место силы будет в черте города Якутска. Это уникальное место, Этексир, будет наполнено благословенным Алгыс. Алгыс – это наши традиции, это место силы, которое передано нам, нашими предками, и только это сможем мы передать нашим детям и внукам. В Якутске стартовал региональный этап всероссийского чемпионата пилотирования дронов среди детей и подростков «Пилоты будущего». Как сообщил руководитель этапа проекта Василий Местников, в конкурсе будут участвовать 18 команд из 12 районов Якутии. Лучшие поедут на финал в Москву. В каждой команде 4 участника, наставник, 2 пилота и техник-инженер. Всего участие в соревнованиях принимает 68 человек. Все мероприятия, в том числе и встречи с участниками СВО, пройдут в течение 2 дней в Якутском колледже связи и информационных технологий. Юбилейный 20-й чемпионат России по масс-рестлингу планируется провести в Санкт-Петербурге 12 и 14 апреля. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены страны, ожидается участие около 30 региональных команд. Старт станет отборочным на чемпионат мира. Напомню, нынешний чемпионат России среди мужчин и женщин станет 20-м в истории масс-рестлинга. Санкт-Петербург уже имел опыт проведения этого соревнования в 2008 году. Тогда на старт вышли около 100 спортсменов из 11 регионов России. И вот спустя 16 лет эти цифры вырастут в разы. Сборная Якутии выставит 2 команды, состав будет оглашен на этой неделе. На этом наш выпуск подошел к концу. Хорошего дня и оставайтесь с нами. Эх, порой для сказочного утра или, наоборот, сна не хватает малости, какого-то аромата, свежести от любимой подушки, например, или от чашки кофе. Ароматы бывают разные, например, можжевельник великолепно снимает усталость и последствия стресса, снимает тревожность и восстанавливает жизненные силы. Поэтому из можжевельника делают вот такие хорошие подушечки, которые можно положить под основную. Ну а прямо сейчас наш специалист расскажет о том, какие обычные бытовые наполнители в бытовых обычных у нас, ополаскивателях, порошках, какие ароматы лучше использовать. Доброе утро! И сегодня в нашей рубрике «Ароматы утра» мы поговорим про отдушки для бытовых средств. Гели для душа, порошки, освежители воздуха. Почему они имеют именно такие ароматы? И если вы обратите свое внимание, то вы заметите, что в отделе с средствами для чистоты чаще всего встречаются такие ароматы, как горный воздух, морской озон, какие-то синие или белые цветы, например, лаванда, жасмин, ландыши. И это не просто так, потому что эти ароматы ассоциируются у нас с чистотой. И даже в парфюмерии, когда есть цель создать чистый и свежий аромат, используются именно эти компоненты.
В настоящее время есть гели для душа или гели для стирки с очень активным, ярко выраженным запахом, который сохраняется на несколько дней. И с одной стороны это плюс, но с другой стороны этот аромат может войти в небольшую конфронтацию с вашим парфюмом. И вместе они могут сочетаться не очень хорошо. Но и этого можно избежать, если вы будете подбирать ароматы, например, для вашего геля для стирки, близкие к аромату вашего парфюма, чтобы они не конфликтовали между собой, а только подчеркивали ароматы друг друга. Также у многих парфюмерных брендов есть отдельные банные линейки по уходу за телом. Это гели для душа, лосьоны, которые могут дублировать аромат вашего парфюма, и тогда будет все звучать просто и идеально. Но если вы совсем не любите, чтобы ваша кожа или ваша одежда после стирки имела какой-то яркий запах, то вы можете обратиться к детским средствам. Как правило, они не используют отдушек и не оставляют никакого запаха после себя. Ну, с ароматом весны более-менее разобрались. О том, как сделать свою одежду и себя более весенними в плане запахов тоже. Ну, а теперь переносимся к краскам. В начале весны в Индию приходит буйство красок. И мы говорим не о разнообразии природных цветов, которых, конечно, много, а о фестивале Ранг Панчами. Остаться чистеньким во время индийского фестиваля красок так же невозможно, как выйти сухим из воды. В начале весны во многих городах страны становится сложно найти живое, неокрашенное место. Подробности далее. Тысячи людей вышли на улицы города Индаура в прошедшую субботу, чтобы отпраздновать один из самых красочных ежегодных индийских фестивалей Ранг Панчами. По традиции люди забрасывают друг друга цветным порошком, конфетти, а также поливают ярко окрашенной водой из бранспойта. Сегодня мы празднуем Ранг Панчами. Мне кажется, нигде в мире его не празднуют так, как здесь. Мы празднуем его с большим усердием. Все испытывают большой энтузиазм, все раскрашивают друг друга. Я верю, что наш Ранг Панчами в городе Индаур в этом году войдет в книгу рекордов Гиннесса. Праздник Ранг Панчами отмечается на 6-й день праздника Холи, и люди бросаются друг в друга цветной водой и порошком. Ранг Панчами – весенний фестиваль в Индии, который проводится на 5-й день после главного праздника Холи. Фестиваль в основном отмечают по всему штату Мадхья-Прадеш и в сельской местности. Мы всей семьей впервые и с энтузиазмом приехали в Индаур на праздник Ранг Панчами. Нам очень нравится отмечать здесь праздник Холи. Традиция праздновать Ранг Панчами в Индии длится уже 60 лет. Продолжительность фестиваля варьируется в зависимости от места и обычаев региона. Согласно традиции, Ранг Панчами является частью поклонения проявленной форме богов. Цель празднества – активировать 5 элементов цветов, священных для индуистской веры, а также прикоснуться к божествам, которых привлекают соответствующие цвета. Ну что ж, заразились примером? Есть желание покидаться цветными снежками в друзей и родных? Ну, думаю, не стоит. Лучше добавить красок, например, в одежду. Весна в душе требует обновления, в том числе и стиля. Но для преображения не всегда нужно кардинально менять весь гардероб. Можно, например, добавить несколько ярких аксессуаров и при помощи украшений. Ведь не зря они появились около 70 тысяч лет до нашей эры. Так что прямо сейчас у нашего стилиста возьмем об этом консультацию. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер. И сегодня мы поговорим про самую интересную тему. Мы поговорим про украшения. Чаще всего, когда я прихожу к клиентам на разбор гардероба, я вижу у женщин одну и ту же ситуацию. Либо нет украшений, потому что она боится их носить, не знает, с чем сочетать, подходит или нет. Либо это просто подаренные рандомные украшения, которые ни к чему не подходят. Но я, как стилист, говорю вам, лучше всего брать какие-то базовые вещи, которые мы рассказывали ранее в эфирах, и добавлять стилистики соли и перца именно в украшениях, в сумочках, в обуви. Сегодня мы поговорим именно про украшения, и первое, что я хочу сказать, это минимализм. Сегодня у меня прекрасная Кристина, покажем на ней интересные тренды. Минимализм подходит всем, абсолютно, в любом возрасте, в любой комплекции. Классно будет смотреться и в офисном гардеробе, где есть все-таки строгий дресс-код. При этом их легко сочетать друг с другом, потому что они, опять же, минималистичны, и я их могу смело назвать базовыми. Посмотрите, здесь у нас интересное колье в виде такого обруча. Максимально простое. Его, опять же, можно миксовать и с другими бусами, миксовать с жемчугом. Не бойтесь миксовать серебро с золотом, с разными оттенками, с разными фактурами. Сейчас, в принципе, тренд на то, что сочетать несочетаемое. И при этом, когда вы их
делаете в купе так много, да, наслаиваете друг на друга, это смотрится еще более интереснее. И даже, кстати, вот эти оттенки лимонного золота подходят очень многим. Но я нашим азиаткам все равно рекомендую смотреть на серебряные цвета, потому что серебро всегда было в нашем ДНК. Не бойтесь украшать себя, экспериментируйте, миксуйте, находите свое любимое, экспериментируйте с цветом, с разными оттенками. Ну а самое главное, наслаждайтесь этим. А мужчины, вы балуйте своих женщин, покупайте самые красивые украшения для самых красивых женщин. С вами была Люба Платонова, стилист и персональный шопер. Дорогие друзья, утро было замечательным, мы много всего интересного узнали, надеюсь, зарядили вас энергией, сделали вместе зарядку. Но напоминаю, что чтобы быть на позитиве, в хорошем настроении ежедневно с утра до вечера, вы можете подписаться на наш телеграм-канал. Пожалуйста, вы видите QR-код на экране, переходите, подписывайтесь, и мы будем делиться полезными советами, отличными новостями, делиться, конечно, вопросами, на которые за правильные ответы будем дарить вам подарки. Не забывайте, что у нас всегда есть билеты в кино. Если вы не знаете, что делать на выходные, то поучаствуйте, вдруг они ждут именно вас. Также я напоминаю, дорогие друзья, что в городе Якутске у нас в 6 часов утра было минус 16 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Ну а вот погода почти весенняя от 0 до минус 2. Так что если вы хотели одеть какой-то цветной бомбер, сменить свою шубку на что-то более легкое и не менее яркое, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Также мы прослушали нашего стилиста. Кстати, вот, наверное, пора мне тоже что-то менять. Постараюсь завтра одеть что-то более яркое и воспользоваться ее советами. Так что присоединяйтесь к нам завтра обязательно. У нас не менее интересные новости, хорошие гости и все самое лучшее. В 7:00 встречаемся на том же месте. Отличного дня!